По плану военного комиссариата из Ингушетии предстоят еще 2 отправки призывников в ряды вооруженных сил России. Всего от республики в течение призывной весенней кампании будут отобраны 200 солдат-срочников. Призывная кампания весна 2022 года, она в принципе уже подходит к завершению, то есть более 50% мы уже отправили. Вот завтра мы отправляем команду в Росгвардию. Вот, Росгвардия. У нас тоже есть наряд Росгвардии, это считается как элитные войска. Вот, помимо этого, дальше у нас будут наряды и в Москву, и в Питер. Это сухопутные войска, военно-космические войска, и есть даже морфлот. Поэтому пока идет все по плану, без срывов. В военкомате продолжают набор призывников, ведут агитационную работу, рассказывают о плюсах службы, но при этом вынуждены констатировать, молодые люди отказываются являться в призывной пункт. Да и родители против, не понимая, что каждый 17-летний гражданин обязан встать на воинский учет. Уклонение от призыва влечет за собой административную и даже уголовную ответственность. Почему-то у многих сложилось мнение, что ребята, которые убывают служить, вооруженные силы, почему-то не сколько ребят, а сколько родителей обеспокоены, что они будут убывать в военную специальную операцию на Украину. Поэтому я неоднократно это заверял, говорил, что и это указание и Верховного Главнокомандующего, и министра обороны, что ни один призывник не будет, значит, именно убывать туда, в зону военных операций. Что касается, если он вдруг пожелает заключить контракт, тогда да, это его воля и пожалуйста. Их предпочтения с выбором тех или иных родов войск будут учтены. Если несколько лет назад ингушские призывники пополняли в основном стройбат и сухопутные войска, то теперь исключительно элитные. Зенитно-ракетные, войска военно-морского флота, Национальной гвардии, воздушно-космические и ряд других. Военный комиссариат республики проводит набор граждан на военную службу по контракту в 503-й мотострелковый полк, дислоцирующийся в Троицком. Там создадут ингушскую роту. Мы отбираем людей, которые будут служить по контракту, годных по состоянию здоровья, в возрасте 45 лет, несудимых, которые заключат контракт и будут от 3 месяцев до года служить с последующим продлением и трудоустройством в этой воинской части. А сроки контрактов? Сроки от 3 месяцев до года. Рота формируется для дальнейшего участия в специальной военной операции. Они будут проходить подготовку на полигоне. После подготовки будут к выполнению боевых задач. Денежное довольствие в районе пункта дислокации в Республике Ингушетия 28 тысяч рублей и в районе 300 тысяч рублей при участии в специальной военной операции. Предусмотрены дополнительные выплаты, страховки за ранение, не дай бог за гибель там, и дополнительные другие выплаты. Выслуга здесь год за 1,5 идет, при участии в спецоперации год за 3. Как рассказали в военном комиссариате республики, желающие также могут пополнить и добровольческий отряд. Адам Мережков, Рамзан Зурабов, Новости 24.